Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на третий урок казахского языка. Тема нашего сегодняшнего урока – закон сингармонизма. Үндестік заңы. Закон сингармонизма – это закон созвучия звуков основного слога и аффиксов. В казахском языке различают два основных вида сингармонизма. Это гармония гласных звуков – дауысты, дыбыстар, үндестігі. И второй вид – это гармония согласных звуков – дауысыз, дыбыстар, үндестігі. Для начала изучим гармонию гласных звуков. Суть закона сингармонизма в следующем. Если последний слог слова твердый, то к нему присоединяется твердый аффикс. Если же последний слог слова мягкий, то к нему присоединяется мягкий аффикс. Для этого рассмотрим два примера. Алма звучит твердо, то есть последний слог твердый. Прибавляем твердый аффикс лар. Все вместе будет алмалар. Следующее слово сөздер. Сөз. Это мягкий слог, значит прибавляем мягкий аффикс. Сөздер. Прибавляется дер. Как же точно узнать, какое окончание или аффикс нужно нам прибавлять? Для этого нам потребуется знание из предыдущего урока, где мы рассматривали, какие бывают гласные и согласные звуки. Давайте вспомним, какие бывают гласные звуки. Они бывают твердые и мягкие. Следовательно, алма оканчивается на а. Буква А относится к твердым гласным, значит нужно прибавить твердое окончание. Лар, значит мы прибавляем твердое окончание лар. Все вместе будет алмалар. Следующее слово сөз. Буква относится к мягким гласным, значит нужно прибавить мягкое окончание. Прибавляем дер. Все вместе будет сөздер. То есть здесь нужно запомнить следующее. Твердое прибавляется к твердому, мягкое к мягкому. Далее перейдем к рассмотрению гармонии согласных звуков. Гармония согласных бывает двух видов. Прогрессивная ассимиляция ильгеринды-экпал и регрессивная ассимиляция кейнды-экпал. Для начала рассмотрим прогрессивную ассимиляцию. Прогрессивная ассимиляция – это влияние предыдущего звука на последующий звук. То есть, если последний звук основы глухой, то и начальный звук аффикса тоже будет глухой. Для примера рассмотрим слово «школа» – мектеп. Мектеп оканчивается на глухую согласную «п». Значит, нам нужно прибавить аффикс, который будет начинаться также с глухой буквы. В данном случае мы прибавляем аффикс множественного окончания. Все вместе будет мектептер, то есть школа, а во множественном числе будет школы. То есть здесь все просто. Если слово оканчивается на глухой звук, значит прибавляем аффикс, который начинается с глухой. Далее рассмотрим следующий пример. Если последний звук основы звонкий или сонорный, то и начальный звук аффикса также будет звонким или сонорным. Рассмотрим пример. Кыз – девочка. Слово заканчивается на звонкую букву «з». Значит, нам нужно прибавить аффикс, который будет также начинаться со звонкой буквы. В данном случае это аффикс множественного окончания. Мы прибавляем дар. Все вместе будет кыздар, девочки. Также другое слово гаухар, это бриллиант. Оканчивается на сонорную букву р, значит нам нужно прибавить окончание, которое начинается на сонорную букву л. Все вместе будет гаухарлар, бриллианты. То есть здесь все так же. Просто оканчивается на сонорную, значит нужно прибавить аффикс, который начинается с сонорной буквы. Теперь рассмотрим регрессивную ассимиляцию. Регрессивная ассимиляция – это влияние последующего звука на предыдущий звук. Для этого рассмотрим пример с двумя словами. Доп – мяч. Допустим, мы захотели прибавить притяжательное окончание, то есть будет менын добым. Слово оканчивается на глухую согласную «п». И согласно регрессивной ассимиляции она должна измениться на букву «б». Здесь мы прибавили притяжательное окончание Все вместе будет добым, то есть буква «п» изменяется на звонкий аналог, букву «б». Также и в слове аяк – нога. Прибавляем притяжательное окончание, все вместе будет аягым, то есть буква «к» изменяется на «х» и звучит более звонко, то есть аягым. Также регрессивную ассимиляцию можно заметить и в произношении слов. Например, слово «жюс» произносится как «жюс», то есть вместо «з» мы слышим «с». Или слово «саразек». Буква «ы» выпадает у нас и произносится как «сар-озек». «Сарозек». То есть если быстро произносить, то некоторые буквы выпадают из произношения. Это можно сравнить, допустим, с русским аналогом, как мы произносим «лопата». То есть пишется «ло-пата» через «о», а мы произносим через букву «а». Также и здесь действует регрессивная ассимиляция.
Теперь рассмотрим, какие бывают исключения в законе сингармонизма. Первое – это слова, вошедшие в казахский язык в раннем средневековье из арабского и персидского языков и воспринимаемые в настоящее время как исконно казахские. Рахмет. Здесь мы видим, что первый слог слова рахмет, рак, это твердо звучит, и второй слог это уже звучит мед, более мягко, то есть и твердые, мягкие слог звучат вместе. Далее идет слово китаб, здесь также два слога, один мягкий, один твердый. И также еще несколько примеров. Мухалим, тарих, имтихан. То есть, как видим мы из примеров, в законе сингармонизма бывают исключения. Второе – это слова, вошедшие в казахский язык из европейских языков, в том числе из русского языка. Волейбол, компьютер, сканер, маркер, телефон. То есть, половина слога у нас твердая, половина мягкая. Третье – это слова, образованные слиянием двух самостоятельных слов. Омыр – это жизнь, и плюс баян, изложение. Все вместе будет омыр баян, биография. То есть слово омыр звучит мягко, а баян твердо. То есть твердое слово сочетается с мягким словом. Также следующий пример. Дары – это лекарство, и хана – помещение. Все вместе будет дары хана, то есть мягкое слово согласуется с твердым словом. Четвертая группа – это слова, отвечающие на вопросы кыммен – с кем, немен – чем на чем, калай – как, то есть стоящие в творительном падеже, көмектес септык. Они имеют окончание мен, бен, пен. Давайте рассмотрим примеры. Ата мен, то есть слово ата звучит твердо, так как в нем использованы твердые гласные а. Но здесь мы прибавляем мягкие окончания творительного падежа. Мен, ата мен, с дедушкой. Также следующие примеры. Бор мен с мелом, пияс бен с луком, дос пен с другом. Как видим из примеров, слово звучит твердо, но прибавляется мягкое окончание. Далее слова, отвечающие на вопросы КМДК. Чей кому принадлежит, не нык, к чему относится, то есть обозначающие принадлежность. Они имеют суффиксы нык, дк, тк. То есть рассмотрим примеры. Ата нык, дедушкин. Ата звучит твердо, но прибавляется мягкий суффикс нык, дедушкин. Все вместе звучит ата нык. Следующий пример. Кыздык. Слово кыз звучит твердо, но прибавляется суффикс дк, то есть мягкий суффикс. Все вместе кыздык, девочки или для девочки. Шестое. Это слова, образованные путем добавления к исходному слову суффиксов гер, кер, пас, тай, кой, кор, кеш, хана, стан, кнем, еке, жан, кент. Для примера рассмотрим следующие слова. Твердое слово зан – закон, а юрист будет зангер, то есть слово твердое, но прибавляется суффикс гер. Следующий пример. Мура – наследие, и добавляем мягкий суффикс гер. Все вместе будет мурагер – наследник, то есть твердое сочетается с мягким. Седьмое. Если слово заканчивается на ха, то к нему добавляется только твердое окончание. Цехта, тарихта. Восьмое. Слова, заканчивающиеся на ог, уг, рг, рк, нг, нк, кс, кт, ск, лк, рн, нкт, кль, фт, бль, брь, ик, ель, мк, нс, окт. К ним добавляются только мягкие окончания, даже если в последнем слоге стоит твердое гласное. Это заимствованные слова. Педагог мы прибавляем тер, то есть слово педагог звучит твердо, но мы прибавляем мягкие окончания. Хирург тоже прибавляется мягкое окончание тен. Хирург тен. Банк звучит твердо, но здесь мы также прибавляем мягкое окончание. Банке. На этом исключение заканчивается, но если вы думаете, что запутаетесь или вам это кажется слишком сложным, хочу вас заверить, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Исключений не так уж и много, и в 90% случаев работает правило: твердое прибавляется к твердому, а мягкое прибавляется к мягкому. Ну и на этом данный урок закончен. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.